Хуб, айзонители дома дорад барномаи шомгоҳи бетанаффус, бесперерив аллакай 1 соатион сипарӣ гардид ва чуноне ки ба шумо ваъда дода будам, аллакай меҳмоне ки мо дербос интизор будем дар студия қарор доранд ва ин нафар яке аз тарроҳони чирадаст, яке аз он нафароне ки зебоиро меофарад дастонашон ва дили ҳамагонро шод месозад. Тарроҳи ҷавон ва аллакай шинохтаю номдори кишвар Нафиса Имранова, хуш омадед! Ассаламу алейкум, спасибо, что пригласили меня на свой вечерний шоу. Я постараюсь ответить на все вопросы. Жду ваши интересные вопросы, чтобы наш эфир стал интересным и что-то новое услышали от нас, от таджикских дизайнеров. Надидед, мехоҳед ягон чизи навро бишнавед, пас марҳамат, имконият аст, фурсат аст. Тамоми саволҳои худро метавонед ба Нафиса намин лаҳза нависед ба рақами Viber 55 00 55 955 ва ҳамчунин метавонед вориди саҳифаи расмии New Radio шавед дар шабакаи Instagram New Radio.tj. Дар Instagram оро айни замон ҳам тамошо мекунанд, ҳам мешунаванд ва ана ҳамин хел имкониятро аз даст надед. Хуб, Нафиса, аввал бояд гуфт ки бори дигар хуш омадед ба студияи радиои Нав. Хеле зебо ва либоси гӯем ба худ зебанда ба бар кардаед. Ман фикр мекунам дар студия кун зебогӣ дучанд шуд, зеро мо ду нафарем. Хуш омадед бори дигар. Спасибо большое. На самом деле всегда хочется прийти в своем костюме, но мы дизайнер, как говорят, сапожник без сапог. Сегодня у меня очень сумасшедший день. И понедельник, да, сегодня вторник, да, даже видите, я даже... Бале. Барои Нафиса... не можно. Барои Нафиса сешанбе давоми рӯзи душанбе аст. Душанбе идома ёфта истодааст ҳоло ҳам барои он ки Нафиса хеле серкор аст ва мо хурсандем аз оне ки омадед. Хуб, Нафиса, соҳае ки шумо гӯем аллакай интихоб кардед, дар он аллакай чанд сол ки фаъолият доред. Нахустин бор аввалин маротиба чӣ хел нисбати ҳамин касб дар байни ҳазорҳо касби дигар соҳаҳо, нисбати ҳамин касб меҳру муҳаббат дар дили шумо пайдо шуд ва шумо қарор додед ки бо ин кор машғул мешавед? На самом деле я с детства была очень таким творческим ребенком, да, всегда хотела рисовать, танцевать, петь. И родители в этом заметили меня, что я расту как творческий ребенок. И дали мне возможность, дали мне возможность, чтобы я это продолжала, да. Я ходила в колледж, начала рисовать, уже оттуда мне вдохновение пошло. Первый раз, когда я начала делать коллекцию, это был 2012 год, когда я уже была на 2-м курсе, я уже начала на 3-м курсе, я уже начала сделать первую коллекцию, а потом потихонечку да. А потом потихонечку уже все пошло. Намоиш буд вақте ки шумо ҳамин нахустин коллекция либосои худро офаридед, дар куҷо намоиш дода шуд? Да, конечно, было первое выступление, это в Hyatt Regency, там был дизайн Душанбе 2012 год, да, организовали иностранцы Меридин, она организовала неделю фэшн, да, там неделя творческих людей, и в этот конкурсе, в этот мероприятие там номинировали дизайнеров. Я первый раз участвовала с коллекцией «Авангард». Это коллекция, где дизайнер показывает свои творческие видения, да. В этой коллекции я показала сложный крой, конструирование, моделирование одежды в стилистически авангардном стиле. И название коллекции было «Горы Памир», так как там было геометрические формы. Да, были красные, как же ваши новые радио, там были белые и красные оттенки. Ага, беҳтарин. Хуб, Нафиса, либос офаридан як кори алоҳида, як заҳмати алоҳида, лекин либосро боз ба ягон намоиш пешниҳод кардан, дар он ҷо мавқеъ гирифтан барои либоси худро намоиш дода тавонистан ҳам чӣ лозим аст? Ёки ба осонӣ ҳамин хел роҳ медиҳанд ки масалан либосро намоиш дед, ёки ягон талаботҳои дигар аст ки шумо коллексияи либосҳоро намоиш дода тавонед? Да, конечно, обязательно каждый дизайнер, чтобы стал он интересным, должен быть индивидуальным. Чтобы он стал интересным своим подходом, своей коллекцией, своим подачам, своим что-то новое, да, чтобы в него видели. Не нужно кого-то копировать. Даже если копируют, нужно внести свой почерк, чтобы это было по-вашему. И, наверное, первый раз, когда я выступала, было
вот этот почерк памирской, да, там белый-красный с элементом европейским, вот это, наверное, в сердце душу. Бале, ранги сурх, рамзи мухаббат, рамзи ҷӯшу хуруш, рамзи зебоӣ аст ва махсусан либосҳои помирӣ. Рости агар рости гап гӯям, ҳамеша диққати манро ба худ ҷалб мекарданд ҳамин гуна либосҳои помирӣ ки аз ранги бештар сурх ва сафед иборат аст. Ду ранге ки хеле дӯстдоштанӣ аст барои ман ва мо боз як чизро мехостем фаҳмем ки аввалин либосе ки шумо офаридед кадом буд ва уман чӣ хел анамун либос барои шумо то ҳоло дар ёдатон ҳаст, шояд гирифта мондаед, либосе ки нахустин маротиба офарида будед, аз нигоҳи худи шумо офарида шудааст? На самом деле, первый костюм, первая не коллекция, первое то, что я создала, это была картина, да, я сделала из таких ненужных вещичек, делали мы картинку, да, первое то, что то, чего я создала, это была картина, да, и во время процесса создавания вот этого картины, мне стало очень интересно, что в конце получится, а потом уже, как обычно, мамино платье, которое испортилось, мы взяли и из него сделали платьишки для своих куколки, а потом уже вот это все потихонечку пошло. хоб вақте ки либосро меофаред, либос дар он бояд зебогӣ бошад. Либоси зебо гуфта ҳамчун як шахси муқаррарӣ не, аз нигоҳи худи тарроҳ, ҳамчун дизайнер тарроҳ, зебогии либос гуфта чиро мефаҳмед? Чӣ бошад ки вайро шумо аз нигоҳи худатон ҳамчун тарроҳ зебо гуфта метавонед? Для меня самое главное как дизайнер – это конструирование, моделирование, подача вот стилистической своей одежды. Вот для меня он красив, когда там правильно геометрия, там правильно посадка, там правильно одежда. Можно из дорогого ткань шить так некрасиво, когда неправильно конструирование и моделирование, и подача, ВТО, все вот это процессы. Когда красив тогда, когда полностью изготовлен продукция правильно. Иногда можно из дешевой ткани сделать такую красоту, да, из дешевых вещей, но иногда из дорогой ткани можно испортить. Это в зависимости от того, что от гунараш, да? Для меня красив, когда все там правильно, все там по гамме. Для меня блески, вот это много, все то, что лишь бы что-нибудь нацепить, и он станет красивым, для меня не так. Композиция моего одежды в том, что все должно быть гармонично. Бале. Бехтарин аст, фикр мекунам шумо аллакай пай бурдед ки воқеан як тарроҳи ҳақиқӣ гап зада истода, зеро ки зебогӣ дар ҳамон чизҳои дурахшанда нест, балки дар офарида тавонистани аз нигоҳи худ як либоси зебо, ҳатто аз матои оддитарин аст. Хуб, Нафиса, вақте ки шумо мехоҳед ки як либоси нав офаред, кадом вақт ва ё ки уман чӣ дар шумо илҳоми офаридани либосро бедор мекунад? Кадом вақт илҳоматон меояд барои офаридани як чизи нав, як куртаи зебои нав дар шакли ба худи шумо мувофиқ? Кадом вақт илҳом мебахшад? Масалан, бисёриҳо мегӯянд ки шоир нависандагон ё ки гӯем санъаткорон шомгоҳон, вақте ки дар оғӯши табиат ҳастанд, вақте ки ман худам танҳо ҳастам, вақте ки шом аст, вақте ки бисёр орзу сама быстро на это все отвечаю. Ба фикри ман ҷавоби шумо дигар аст охир, барои ҳамин мепурсам. Я творческий человек, по-моему, у меня то же самое. Да? Нет, смотрите, шабона илҳоматон меояд? Нет, шабона я сплю, шабона не надо, шабона мы спим, да, потому что днем очень много работы, шабона я сплю. Обычно вдохновение приходит очень просто. Вдохновение не приходит тогда, когда ты сидишь и ждешь, вот сейчас придет. Не, у меня не так. У меня вдохновение, когда я общаюсь с людьми, и вот во время общения я чувствую какой-то вот, да, навал вот энергии, вот я чувствую какое-то вдохновение, вот тогда оно приходит. Элементарно, когда я фильм смотрю, и уже эта история, я начинаю, это был такой 18 век, почему многослойность, почему так, почему такой воротник, почему такой рукав, и оно меня вдохновляет. Элементарно, когда я открываю свой Инстаграм, и я там вижу исторические картины, да, такие вот, я уже вдохновляюсь этим, да. Но это не всегда, потому что сейчас в данный момент меня больше всего вдохновляет японская культура, да. Я, например, последнюю коллекцию, которую я
презентовала у себя, это у меня рубашечки в стиле кимоно, да, и пиджачки, и брючки с широким фасоном, многослойности. Сейчас, например, больше меня вдохновляет японская культура, да, и оттуда больше я вдохновляюсь. И это по-разному ко мне приходит вдохновение. Иногда даже просто гуляя по городу, увидишь какую-нибудь девушку просто в сатре, да, и вот эту ее цветовую гамму, эти ее сережки, глаза, и ты уже оттуда берешь какой-то процент вот вдохновения и идешь дальше. аҷоиб воқеан одамони эҷодӣ дар ҳама чиз як чизи навро пайдо мекунанд барои эҷод кардан. хуб боз гуфтанем ки вақте ки шумо як либосро аллакай фикран хаёлан тасаввур мекунед ки вай бояд ҳамин хел бошад, кор аз оғоз то анҷом каме дар ин бора мефтед. аввал сурати онро дар рӯи коғаз. Я сейчас отвечу, вы мне задаете вопросы, я на них отвечаю. Ана аз ҳаминҷа сар кунед то охири буд шуданаш. Марҳамат. Смотрите, как мы создаем. Для начала, когда я создаю коллекцию, я обязательно собираю все идеи, да. Это у меня есть доска вдохновения и доска идей, да, мудборд. Я на него вкидываю все идеи, откуда приходят, неважно, это занавеска, которой тень просто попадает, что и как. Я просто все это собираю. Фотографии, которые в телефоне у меня собрались. Я все это накидаю, и я нахожу историю своего коллекцию, да, какой он должен быть. Теплый, холодные оттенки, почему многослойность, почему там идет длинный рукава, почему там вот так, вот так. Вот это все собираю. Потом я создаю себе героиню, которая его одевает. Это такая стильная женщина, которая с утра одевает такую-то легкую одежду, быстро на работу, на встречу. В обед у нее такой более сложный она одевает классические пиджаки, там вечером у нее после встречи с подружкой и все такое, что-то более легкое, романтичное платье, да, я ее день разделяю на несколько частей. Уже исходя из этого я создаю образ, свою коллекцию, да, и уже моя героиня полностью появляется. Потом, когда я рисую эскиз, я накидаю все свои идеи на эскизу, а потом уже подбираю ткань. Ткань подбираю, а потом, когда мы создаем, вот тогда процесс интересно становится. Когда мы рисуем эскизы, в процесс работы я меняю очень много. Я уже вижу, когда на бумаге они смотрятся совершенно по-другому, а когда в реальности я уже вижу, что масштаб, объем работы, то, что я вижу на эскизе, на скетче, да, на бумаге смотрится по-другому, а на готовое платье оно совершенно не смойку. Все меняем, убирайте, мне ничего не нравится, все делаем заново. Вот этот цвет остается, это убираем, это оставляем, а это вообще стиль не тот, не мое. Вообще коллекция мне не нравится, все меняем заново. Даже иногда так бывает. бале, яъне бисёр вақт чунин мешавад ки шумо як чизро офаридани будед, дар натиҷа тамоман чизи дигарро офаридед. Да, это всегда так. Иваз мешавад дар рафти кор. Даже бывает в процесс работы, что коллекция, эскизы, то, что я создаю, я начинаю кроить, с командой все вместе сидим, и мы уже начинаем думать и понимаем, что эскизы вообще нам ни к чему, мы уже что-то другое придумаем. Настолько у нас бурно все вот это идет, потому что у меня в команде есть очень грамотные люди, очень хорошие специалисты, такие вообще, я их очень обожаю и очень их ценю. Художники за мной, конструктор, технологи. Мы все вместе растем и вместе все продвигаем мой бренд. Беҳтарин. хоб, Нафиса, аз нигоҳи шумо зани муосири тоҷик бояд чӣ хел либос ба бар кунад? Аз нигоҳи танҳо худи шумо. Я никогда не любила кому-то диктовать, что ты должна это одевать, потому что должна. Нет. Мувасир современная, да? Современная девушка должна одеваться, стилистика, образ своего жизни. Как ему комфортно, как ему удобно, так и должна одеваться, да? Ну, конечно, не так, как там, но должна соответствовать своему образу жизни, да? Я больше всего люблю свободную одежду, потому что у меня ритм моей жизни очень такая вот. Я с утра могу сделать примерку, потом после примерки поехать за тканями, после ткани мы встречи с кем-то, и у меня быстро все меняется. Для меня очень важно, чтобы комфортная одежда была, да? И мои клиенты, которые приходят, для них я предлагаю совершенно другое. Я им даю возможность выбора в одежде, что они хотят, да, что им может подойти, что они могут выбрать и что в чем им комфортно. ба фикрам фикрҳои хеле ҷолиб ва беҳтарин буд, зеро ки Нафиса на танҳо як тарроҳ, балки гуфтан мумкин аст як пешбарандаи хуби суҳбат аст, яъне ҳамсуҳбати беҳтарин ки метавонад беохир сухан кунад ва уман суҳбатро идома диҳад. ва мо бошем ҳоло ҳамроҳи шумо бахши тиҷорати рекламаро истиқбол мегирем ва пас аз он барномаро бо шунидани тарона идома хоҳем дод. шумо метавонед нависед саволҳои худро ба рақами Viber. ёдовар мешавам 55 0055 955 то соати 19 бо шумоем. аз мавҷи мо дур наравед.
خب از اون دیل ادامه دارد برنامه شامگاهی بی تنفس و من یادآور میشم که این زمان در مهمونی ما قرار دارند یکی از طراحان شناخته نفیسه امران و که شما رو بار دیگر به استودیوی رادیوی نو خوش آمدید میگیم. Ребята, слушайте нас на 95,5 FM. بله خیریت به یادش میگیرد نفیسه. خب علاقه سوال از در رقم وایبر به شما می نویسند و پرسیده استودند. نفیسه میگویند شما بخیر، میخواستم بفهمم که کی در مود موفق شدن برای این چی لازم است؟ مهنت زیاد و یا که استعداد؟ میگویند فریدون. Конечно же, в любой работе нужно мехнат и зиёт. Это очень важно, когда ты много будешь работать, обязательно эффект будет. Талант, оно нужно, но талант нужно использовать. Люди некоторые приходят, на самом деле много очень талантливых людей, но они приходят и говорят: понимаете, я хочу вот зарабатывать столько, я хочу вот это, но у меня не получается, не знаю, что делать. Но одно платье шьешь и ждешь, что уже этим платьем к тебе все придут. Нет, нужно трудиться, нужно показать, нужно сделать что-то. Обязательно нужно двигаться, чтобы про тебя всегда слышали, чтобы тебя всегда видели, что твой бренд, твоя работа везде была. Да, фарамуш накунат. И обязательно мехнат всегда, обязательно труд везде всегда нужно, потому что недостаточно, когда есть талант и все. Нужно талант свой развивать всегда, нужно динамично идти ко всему, потому что мир мода, оно так быстро меняется, и это ритм нужно всегда уловить. Чтобы быть всегда в тенденции, быть всегда в моде, нужно за этим идти. خب فکر میکنم که علاقه جواب گرفتید به سوالتون. فریدون یک استعداد کمی میکند، البته برای استعداد رو باز رونق دادن شب و روز زحمت کشیدن خیلی مهم است، مخصوصا اگر انسان طراح شدنی باشد. باز یک پیامک دیگر است از نیگیشه به همین نام با ما مینویسند در رقم وایبر، میگویند سلام، سوالی من به نفیسه، اون کس شوهر دارند؟ خوب این سوال شنونده است، ما باید همش رو پیشنهاد نماییم. Этот вопрос часто... Короче, хорошо. Этот вопрос часто мне задают, и так как я очень часто выкладываю фотографии своих племянниц, и все мне думают, что я замужем. Нет, я еще не замужем. Я замужем за свои работы. Моя работа 24 часа со мной. От моих работы очень много детей. Это классическое платье, да, такое. Их везде можно увидеть, да? Их везде, моих детей можно увидеть. Но на самом деле я еще не замужем. Я пока посвящаю себя своему творчеству, так как поставлено очень много целей, и еще я хочу обучаться, хочу поступать за границу, да, и много целей, пока иду к ним. Но то, что я выкладываю фотографии в Инстаграме, много этих волнует. Пока у меня детей нету, не замужем. И вот те фотографии, которые они видят, это мои любимые племяшки, потому что худоба шукур, нас в семье 4 девчонок, и я датим братишка, да. И вот у моих сестр уже худоба шукур, да, по трое, двое детей. И сейчас каникулы, они у меня, и это вообще счастье. Я каждую секунду, каждую минуту выкладываю их фотографии везде, да, и, наверное, из-за этого такие вопросы. فکر میکنن که شاید فرزندان شما باشد. این حالت به من خیلی شناس است. مثلا عکس‌های من نیست، همراهی جنچه‌های من است. فکر میکنند و میگویند این دخترتون دیگر لیکن این عزیزان ما هست، نزدیکان ما، لیکن فرزند نیست. من شما رو خیلی خوب میفهمم نفیسه. این گونه سوال‌ها خیلی زیاد میشوند این چنین قریب امروز در برنامه. و چون در این ساحه هستید، چند سال میشود که در این ساحه فعالیت دارید نفیسه؟ و باز یک سوال، استادان خود گفته که هرومه حسابت در این ساحه. Смотрите, я работаю в дизайнерском направлении с 2012 году, как я говорила, первая коллекция была, да, но серьезно к этому уже подходила с 2014 год, как я закончила университет, я прошла одно конкурс в дизайн, я прошла конкурс дизайн квалификация в Академии дизайн Сингапур, и уже когда там я получила вот эти навыки, которые мне нужны, да, я, приехав сюда, открыла первый свой ателье. И уже вот 2014 год я начала уже серьезные шаги. 2012-2013 год для меня были те шаги, которые я вот поняла, что это мне нужно, и я нашла по жизни, что я хочу заниматься. Это очень важно, да, было первые такие шаги, да, и уже 2014 год я уже поняла, вот я этого хочу, и я буду дальше идти. И уже вот с того года
5, 6, 7 лет уже, как я занимаюсь дизайнерством. Свои учителя могу говорить, это Зухур Нурджанович, Рауф Мурадович, Сабзали Нигматович. Зухур Нурджанович мне открыл глаза в живописи, в цветовой гаммы, как нужно подобрать цвета, как нужно совмещать их, как можно их увидеть с другой направления. Я помню, что в первом курсе, когда я села за мольберт и начала рисовать, он подошел ко мне, я рисую красный цвет, и он говорит, там не красный, там, посмотри, там фиолетовый, там бордовый, там... Я говорю, я не вижу эти цвета, я точно вижу, что красный. И он вот в течение года заставил меня видеть, что в красном оттенке есть еще несколько оттенок. И я сижу, и я говорю, боже мой, да. И потом, когда уже второй курс, я уже занималась, все коллоквиум сдали, уже экзамены, я на втором курсе пришла, и я на самом деле уже, когда начала натюрморт рисовать, я совершенно по-другому его видела. И уже после этого, когда открываются глаза, творческий ящик, как я это называю, да, я уже поняла, что в красном гамме можно сделать вот это сочетание, вот это, и вот это творческое развитие уже началось. Рауф Мурадович – это историк костюма. Когда я была студенткой, я говорю, почему мы столько это все изучаем, зачем это нам нужно, почему история, а потом уже начала работать с коллекцией, тогда поняла, ага, вот здесь вот так, а тут вот так, а там мы вот на первом курсе изучали вот стиль рококо, стиль барокко, это для этого нужно, это для этого. И сейчас можно увидеть мою коллекцию, там объемные пышные рукава в стиле барокко, да, уже я вот это все понимаю, и вот эти учителя, которые меня подняли и которые мне показали дорогу. خب جوابی خیلی مفصل با شرح و توضیحاتش از نفیسه و باز یک سوال در اینستاگرام میپرسند شهریار میگن که نفیسه شما با کدام طراحان جهانی همکاری دارید؟ 2014 год, когда я была в Академии дизайна Сингапур, я там познакомилась с дизайнером, который нас обучал композиция правильно в одежде, да. Это Томас Там. Он дизайнер H&M в Сингапуре. И вот я с ним познакомилась, и в тот момент мы начали делать эскизы для его же бренда с нашим национальным колоритом. Его так все это вдохновило, что в 2016 году он приехал в Душанбе, и потом в Худжанду уехал, потом Самарканд, Бухара, Ташкент, и все это посмотрел, и он говорит, Нафиса, говорит, ваше искусство, это вообще история вот вашего народа, говорит, настолько оно богато, и настолько можно вдохновляться этим. И я поняла, что вот то, что вот здесь у нас происходит, нужно больше его развивать, нужно больше его показать, да. И еще это в 2017 году Коко Шино, это японский дизайнер, очень известная, которая делает арт-фэшн показы в Японии. У нас был с ней совместный показ здесь в Душанбе, который организовал Хукумат города и японское посольство. Вот с двумя такими хорошими дизайнерами у меня уже было сотрудничество. عجیبات چون میبینید نوبت از اونی که نفیسه خیلی جوان است ولی آغاز کرده است همکاری رو با طراحان جهانی. خب نفیسه کالکسیون لباس‌های خود رو در 3 کلمه چخیل نمبری کرده میتونید، یعنی که 3 کلمه در این 3 کلمه کالکسیون لباس‌های خود رو شرح دهید. با 3 کلمه تصویر کنید. این یعنی که لباس از نفیسه امرانова است. История, تاریخ، сила, новшество. بهترین. من فکر میکنم این هم کوباست. بله. На самом деле. با نفیسه پیسند اومد. ما خورسندیم از اونی که پیسند است. خب با نگاه شما همچون طراحی اصیل گفته کی رو گفتن ممکن است؟ کی رو طراحی واقعا حقیقی گفتن ممکن است؟ Каждый дизайнер, он показывает свое видение. Я не могу кого-то сказать, вот прям вот это дизайнер, а это не дизайнер. Как можно художника назвать, что он художник, он не художник? Тем более сейчас свобода везде, свобода в одежде, свобода в фильмах, свобода в художниках, везде. Но каждый человек показывает свое видение по-своему. Для меня самый такой дизайнер, который меня вдохновляет, это Александр Маккуин. Это дизайнер, который сумасшедший, такой, прям такие эскизы создавал, такое творчество указал. Короткий свой период творчества, он столько видений сделал и столько новшества показал. Вот для меня он самый такой яркий. Но другие дизайнеры, которые показывают, это они показывают свое видение. Для кого-то они лучшие. Вот мы спрашиваем ваш взгляд. Вот для меня самый такой яркий, это Александр Маккуин.
Я кого-то не могу минусовать для него Dior там, а это каждый, да. Для каждого дизайнера, для каждого человека у каждого свое видение. Но для меня Александр Маквин, но других дизайнеров я не могу под минус поставить, что они мне не нравятся, они такие, они делают свое видение, они показывают свое творчество. واقعا درست و اینجا یک سوال خیلی عجیب اومده است. در رقم وایبر از منوی چهر میگن سلام علیکم اپای زرنگار، من با اپای نفیسه یعنی با این نفر سوال داشتم. بود حالتی که شما با یگان نفر فرمایششون رو خطا کردید، با شما برگردانید آوردند و با شما جنجال کرده بودند. همین خیلی حالت بود. گفتم میپرسند منوی چهر. Худо шкур. У меня всегда, знаете как, когда клиент ко мне приходит, я беру, изначально начинаю, что вы видите. В первую очередь я их спрашиваю, их ожидания, да, что они хотят, да, например, что они видят. Потом, какая цветовая гамма им подходит. Исходя из этого, все я это пишу на бумаге. Клиент это видит, что я все это пишу, и все это я с него сначала спрашиваю, а потом, исходя из этого, я создаю эскиз клиенту, да, что они хотят. Полностью я беру вот какой вырез должно быть, какая рукав, что там, как там, какая длина, короткая, спереди короче, там длина. Все вот эти нюансы я все записываю, исходя из этого, полный образ я крою, и на примерках мы все это доводим до конца, да. Конечно, бывают такие моменты, клиент чем-то недоволен, да, но мы с командой стараемся все завершить до последнего, чтобы каждый наш клиент, который заходит к нам, каждый наш гость, который заходит к нам и оставляет свои деньги, чтобы довольно уходил от нас. Для нас очень важно тот момент, что люди, приходя к нам, хотели еще раз прийти, и еще, и еще, и еще. نفیسه بوزک سوالی دیگر 5 چیزی که شما به اون زندگی کردن نمیتوانید. 5 چیزی از همه مهم در حیات شما. Я без чего не смогу жить. Это без 5 самых важных вещей. Да, это здоровье моих близких. Я каждое утро звоню, нас в семье худо-башкур достаточно, да. Я всем звоню, мы друг другу с Viber, WhatsApp пишем. Мне самое главное, что утром услышать всех, у всех было хорошо, все здоровы были. Второй момент – это мое вдохновение, что оно всегда было рядом со мной, чтобы оно меня вдохновило. Третий момент – это команда, которой я всегда... Вот моя команда, чтобы оно было единое. Да, вот это. Четвертое, это, наверное, мое здоровье. Третье, четвертое. Это самое важное. Да, но оказывается для меня оно четвертое. И пятое, это, наверное, мир во всем мире. بله از همه مهم اگر که صلح باشد سلامتی هم هست. خب شما خود رو طراح موفق گفته میتونید؟ Я думаю, что раньше, когда это вопрос мне задавали, я так смущалась и так я прям дискомфорт себе. Сейчас, наверное... Нормально, да? Не то, что нормально. Не то, что нормально. Сейчас, когда я смотрю за спиной и вижу свою команду, и вижу своих гостей, клиентов, заказчиков, и те показы, которые были за границей, и те отзывы, которые оставляют под каждым новой коллекцией в соцсетях, и смс, которые нам отправляют, и наши клиенты, которые отзывы оставляют, что я могу сказать, что наш бренд уже становится успешным. نفیسه وقتی که نمایش لباس‌های شما همین مراسم برگزار می‌شود، شما در خود چه احساس می‌کنید؟ چگونه احساسات رو از سرتون می‌گذرونید؟ Во время показа? بله. Во время показа сплошной стресс. جواب خوب و خیلی کوتاه. На самом деле, пока мы готовимся к показу, нужно коллекцию довести до полностью, да, и знаем, что люди этого ждут, потому что я не так часто выступаю на подиумах, так как очень много работы, и большинство показов мы делаем за границей, да. Последний показ у нас был в неделе моды в Санкт-Петербург, где мы открывали неделю моды, и на самом деле столько волнений было, пока я летела до Питера, пока мы выбрали девчонок, проходил кастинг, все это, и тем более, когда я узнала, что мы откроем неделю моды, для меня было очень такой стресс. И когда все это показ проходил, все прошло, я такая, наконец-то все прошло, что мне делать, как мне быть, успокойся, все уже прошло. А потом, когда я посмотрела фотографии, когда я в себя пришла, я поняла, что насколько это хорошо. خب ترانه یگانه ترانه موسیقی یعنی که سرود رو در نظر داریم. سرود، کینو و فیلمی که شما بیشتر تماشا میکنید، گوش میکنید، میشنوید؟
Наверное, я вам сейчас такое скажу, что вам будет смешно, как это. У меня в телефоне вообще нету никаких музык. Вообще нету. Я когда Не работаю... смешно, знакомо. Я когда работаю, я полностью зациклена на каждый миллиметр и каждый диаметр. Некоторых людей музыка вдохновляет. Меня оно вдохновляет, когда я спокойна, я когда ни о чем не думаю. Почему? Потому что я очень люблю петь. Если я начинаю конструирование или эскизы, или что-то занимаюсь, когда музыка, я начинаю петь, и Нафиса все в музыку, она уже, это не дизайнер, а певица, да, и уже певица, и она забывает все миллиметры, диаметр, который должна ставить. Универсальная. Да. И я понимаю, что в этот момент я должна выключить, даже если я не знаю песню, я могу петь ее. Подпевать. Я просто останавливаю музыку, я все полностью начинаю конструирование, а потом уже делаю свои дела, потом я слушаю музыку. Меня всегда вдохновляет Мубарак Шо. بهترین از روکی بخم ترانه‌هایش به انسان یک احساسی نوتکرار میبخشد. Трануи классическая музыка для меня очень вот такое, да, знаете, волшебное. Я сейчас слушаю Манижу, очень тоже такие хорошие песни у нее. Фильмы то, что выходит новинки, я все фильмы смотрю, когда есть время, да, в кинотеатре. Книга на самом деле я в последнее время не успеваю, потому что я прихожу 12 часов ночи домой, и уже силы только принять душ и отключиться. Утром опять встаю. Ана ҳаминҷо саҳар вақте ки аз хоб бедор мешавед, нахустин чизе ки дар бораш фикр мекунед чи аст? Аз хоб бедор шудед ва аллакай шумо фикр мекунед, амин хел не? Я просыпаюсь и понимаю, что я что-то не успела. Сегодня нужно до конца его завершить, либо меня убьют. аҷоиб ҳамеша шахси хеле масъулиятнок ва дар ин бора фикр мекунад. Беҳтарин аст шахси инсони эҷодкор бояд чунин бошад. Хуб, гуфтани мо ки либосои охир, коллексияи охир ки шумо дар он саҳми хеле арзанда доред, ин ана ҳамон акси гулдухтарони тоҷик дар либосое ки дар либосои ҷинсӣ, яъне абрешимӣ дида мешавад. Шумо худро бештар ҳамчун тарроҳ мешиносед ё ки рассом? Смотрите, я дизайнер, да? У меня в команде, как я изначально говорила, несколько людей художников уже собралось. Они достаточно талантливые. И у меня есть, как я изначально говорил, конструктор, технолог, швеи, вышивальщица и художник. Ко мне приходит вдохновение, я его собираю, идеи, и я наброски делаю, что я вижу, как эта коллекция должна быть, и как мы должны преподнести, и что меня вдохновляет. Уже когда у меня полностью вот эта наброска есть, я собираю свою команду и говорю: так, ребята, вот тебе вот такой задача, тебе вот так, вот так, вот так. Либо же я даю, вот у меня вот такое вдохновение, давайте доделаем его до конца. Потому что одна голова хорошо, но 10 еще лучше. Бале. И вот в течение вот этого я каждому даю его направление, уже они делают скетчи, из этих скетчев мы еще больше выбираем и уже останавливаемся на одном. бале, мутаассифона вақт камӣ мекунад, вале ба ҳар ҳол мо кӯшиш мекунем ҳамаи саволҳоро ба Нафиса пешниҳод кунем ва ба онҳо ҷавоб гирем. Се ранги дӯстдоштаи шумо кадом аст? Се ранг. Раньше меня очень сильно вдохновило черный, но сейчас в данный момент меня вдохновляет желтый, сиреневый и хаки. Аҷоибот, ранги зард. Дӯст доштанист, вале на ба ҳама зебанда. Хуб, ҷавоби хуб ва боз се нафари машҳуре ки шумо барояшон либос офаридаед, либоси махсус барои онҳо. Се нафар. Наверное, вот всеми нашими известными Шабнами Сурайо. Потом очень много с послами работаем, да, с ними, и еще, по-моему, еще Манаугим. бале, ба фикрам фаромӯш кардан, аз он хотир ки зиёд аст хеле. Либосе ки дар кӯтоҳтарин муддат шумо онро омода кардед, ин чӣ қадар вақти шуморо гирифт? На самом деле такой момент был, что к нам пришла девушка и говорит: у меня утром свадьба. Мне испортилось свадебное платье, и, пожалуйста, сшейте мне платье. И мы на нее смотрим, понимаем, что это столько объем работы, мы должны за один день ей свадебное платье сшить. И я понимаю, что девушка настолько вот просит нас о помощи, мы не могли ей отказаться. У нее уже завтра утром на самом деле свадьба, а ей испортили платье. И нам пришлось за один день сшить ей свадебное платье. Все команды мы включились, и быстро, кто отвечает за что, сразу же коммуникально все распределились.
карда тавонистед. В течение один день мы все от заказа отложили, и ей шили свадебное платье. В 12 ночи мы ей сдали. Она пришла, обнимая нас, плачет, говорит, спасибо большое. Говорит, я не знаю, что я бы без вас вообще отменила свадьбу. На самом деле девушка очень ждала вот это счастье. Не только она, но все это ждут, да. И когда ей это все испортила, пришла она... Сама воқеъ муҳимтарин дар ҳаёт аст. Ман хел мефаҳмам ки вай арӯзшаванда хеле фикрҳояш парешон, ҳассос ва хавотир буд ва хуб аст ки ман намедонам чӣ хел гӯям дар давоми як шабона рӯз либоси зебои арӯсӣ офаридан, аҳсан гуфтан кам аст. На самом деле вот это был, наверное, самый сложный и самый такой момент, когда мы закончили, увидели ее глаза, счастье ее родителей, все они вместе пришли, ее мама, папа, брат, и они все нас обнимают, и ужин принесли, и все говорят, спасибо вам огромное, вы нас так выручили, уже, наверное, вот это и есть счастье. Аҷоиб, бале. Хуб, Нафиса, чун дар Душанбе зиндагӣ мекунед, албатта вақтҳои холигиро эҷодкорон бо дӯстон, ёрон, он нафароне ки ба дилашон наздик аст, ба онҳо мегузаронанд. Масалан, шумо қаҳвахона ё тарабхонаи писандидаи шумо дар Душанбе кадом аст? Ой, я люблю тапиоку, но в данный момент тапиоки нету. Я провожу свое время своей близкой подругой Кристиной в данный момент, потому что она мне помогает и в развитии, помогает, как нужно правильно фотографировать, и очень много в развитии мне помогает, да. Друзей становится с каждым днем все меньше и меньше. Моих близких подружек можно считать 2-3 человек, все. Остальное время мои сестры всегда рядом со мной, и в нужный момент они мне помогут со своими советами, они всегда мне помогают. А так близких друзей у меня 2 максимум. воқеан дӯстони ҷонӣ ва ҳақиқӣ он қадар зиёд намешаванд. Дӯстоне ки бо гузашти вақт санҷида шуданд, содиқ, воқеӣ, ҳақиқӣ ҳастанд. хуб, Нафиса бештар бо дӯстонаш ба фикрам дар утоқи корӣ мегузаронад, он қадар ба тарабхонаҳо ҳавасу шавқ надорад. хуб, боз як чизро пурсидани ҳастем ки муҳим аст, фикр мекунам. ҳоло ҳамин рӯзҳо, ҳамин ҳоло боз чӣ орзуе ҳаст дар дили шумо ки орзу мекунед он ҳоло ҷомаи амал напӯшидааст? Орзуи бисёр азиз барои шумо? Да, конечно, у меня очень много желаний, и я к ним стремлюсь, и самое главное, что они сбываются, потому что я живу своими мечтами, да, и в данный момент, наверное, то, что я себе поставила цель, я не хочу об этом звучать, но то, что будет, это все видно будет, и у меня в Инстаграме, в Фейсбуке, всех в онлайн. Бигзор, ҳар орзуе ки дар я не привыкла говорить о своих мечтах, я привыкла к ним барои он ки амалӣ намешаванд, баъдан дуруст. Аслан бояд гуфт ки орзуҳои воқеӣ, самимӣ, орзуе ки барои шумо воқеан орзу аст, гуфтан намедонам, намегӯянд бисёриҳо ва хубам мекунанд. мо таманно дорем ҳар орзуе ки дар дили шумо ҳаст бигзор дар зиндагии ҷомаи амал пӯшад. Ва боз як саволи дигар, вақте ки аз студия мебароед, ба куҷо рафтанед? Саволи охирин. Я когда выйду с вашего студии, я поеду на работу к себе. Ана дидед? Потому что у меня примерка. 24 соат меша дар фаъолият. Хуб, Нафиса, таманниёти шумо ба он нафароне ки то ин дам ба шумо саволҳо пешниҳод карданд ва умуман аз радиои Нав шуморо гӯш карда истоданд. Ребята, я вам желаю, самое главное, это здоровье. Я вам желаю творческих вдохновений. И самое главное, чтобы вы были всегда счастливым, здоровым и радостными люди. А остальное все Боженька вам даст. Ва агар либоси зебо дар кор шуд, ҳатман ба Нафиса фармоиш дед. Да, если вам понадобится что-нибудь вкусненькое, интересное от бренда Fashion Jewelry, обращайтесь к нам, мы всегда вам поможем. Хуб, мо ташаккур мегӯем барои пазируфтани даъват ва барои он ки вақти қимати худро дариғ надошта ба барномаи мо ҳозир шудед. Спасибо. мо аз ин хеле хурсанд ҳастем. ба корҳои эҷодиятон дар оянда муваффақиятҳои нав ба нав, дастовардҳои навро таманно дорем. бигзор бо дастони гулофари худ, бо либосҳои зебои худ дили мардумро ҳамеша шод гардонед, ҳамеша дар хизмат бошед, ҳамеша муҳимаш бо намоиши коллексияи либосҳои нав муаррифгари Тоҷикистони азиз бошед. Спасибо большое за такие теплые слова. Хуш омадед, Нафиса. Спасибо, что пригласили
меня на самом деле. Я думала, после работы приду, как я на это все отвечу, такой сумасшедший день был. Я не знаю, как оно закончится, но очень хорошо все закончится. Бигзор, амеша рузи шумо пур аз рузикорӣ бошад. Хуб, зуни дил, мутаассифона ҳар чизе ки оғоз дорад, мегӯянд боз анҷом дорад. Ҳамин ҷо фурсати барои барномаи мо ҷудо карда шуда ба охир мерасад. ба ҳамаи шумо изҳори миннатдорӣ ва сипос баён мекунем. Он нафароне ки давоми 2 соат дар Инстаграм ва Вайбер хеле фаъол будед, ҳамаи шуморо радиои Нав ғоибона дӯст медорад. ва давоми ин муддат бо шумо будам ман Зарнигори Рустам. хайр мегӯем танҳо то пагоҳ, то соати 13 аз соати 13 то 14 боз барномаи SMS-и Нав дорем ки мунтазири ҳамаи шумо мешавем онҷо. бори дигар фаро расии шоми зебои тобистони ба ҳамаи шумо муборак. хайр азони дил, ҳамеша бо мо дар амони худо бошед.